Добрый день, уважаемые телезрители. Это Якутия-24 в прямом эфире. Сейчас предлагаем вашему вниманию брифинг оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией на день сегодняшний, 28 октября. Пожалуйста. Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За последние сутки выявлено 178 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Еще раз напоминаю, что с понедельника действует новая методика определения выявленных случаев новой коронавирусной инфекции, в учет которой входят в том числе и вирусоносители. В городе Якутске на настоящий момент у нас чуть меньше 100 случаев, 98 случаев. Количество случаев в Нерюнгринском районе, к сожалению, за последнюю неделю увеличилось. Оно прежде всего связано с случаями, которые выявлены в корпоративных организациях и с несоблюдением, соответственно, режима, который установлен для организации. Необходимо обратить внимание на увеличение количества случаев за последние сутки, зафиксированных в Нюрбинском районе и в Намских районах. Необходимо также все-таки особый акцент, как правило, сделать на северных районах, таких как Алайховский район, на базе которого зафиксировано 6 новых случаев. Я хочу обратить внимание, что отдельные случаи зафиксированы у нас сегодня в 15 районах республики. В целом, на настоящий момент действующий режим повышенной готовности, который не отменялся в республике, в обязательном порядке содержит определенные ограничения. Базовых ограничений у нас 2. Это соблюдение масочного режима во всех общественных местах на территории всей республики. И второе ограничение – это самоограничение для граждан, достигших 65-летнего возраста и лиц, болеющих хроническими заболеваниями. Необходимо обратить внимание, что за последние сутки у нас зарегистрировано 3 летальных случая. У нас появляются сегодня летальные случаи, в том числе и в районах нашей республики. Медики как города Якутска, так и районов борются за жизнь наших пациентов, применяя все новые, в том числе и современные методы как таковые. Но достаточно часто в наших социальных сетях, в том числе и летальные случаи наших граждан, обрастают до момента постановки диагноза различного рода, можно сказать, слухами, излишней информацией. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы все вместе с вами уважительно относились, прежде всего, и к памяти людей, и, соответственно, уже после того, как информация будет подтверждена, уже впоследствии, соответственно, выдавать эту информацию. За сутки у нас, проведено 6386 исследований. И, соответственно, сегодня уже республика, обработала за весь этот период 611 тысяч соответствующих тестов и исследований. Необходимо обратить внимание на следующий момент. Со вчерашнего дня практически во всех районах республики поступили тесты по системе ИФА и по системе ИХА. И, соответственно, наши больницы начнут работать в том числе и с этими исследованиями. Но сегодня как эти исследования, они будут использоваться, опять же, только для диагностики заболеваний людей, у которых есть определенные клинические особенности. На настоящий момент в ряде районов республики дети находятся на каникулах. И вот здесь в данной ситуации и оперативный штаб управления Роспотребнадзора, и я думаю, что оперативные штабы на местах призывают все-таки соблюдать те ограничения, которые не позволяли бы сегодня нашим детям, соответственно, где-то находить возможность получить вирус, занести его в семью, а в дальнейшем уже непосредственно и в дальнейшем, когда школы откроются, в школы. Я хочу обратить внимание еще на тот момент, что на настоящий момент в ближайшее время будет подписано соглашение с Российской Федерацией, с Министерством здравоохранения Российской Федерации, по которому республика также получит
финансовые средства на, значит, амбулаторное лечение больных. И, соответственно, значит, с этой недели у нас подписаны и начнутся поставки за счет резервного фонда Республики Саха-Якутия дополнительных кислородных мощностей, аппаратов искусственной вентиляции легких и необходимых дорогостоящих лекарственных средств. Данная работа вся дальше продолжается в таком стандартном уже на настоящий момент, к сожалению, для нас режиме. Спасибо большое. Это был традиционный брифинг оперативного штаба в прямом эфире по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Вернемся через несколько минут в 12 часов новости.